Всем привет! Короче, мы сейчас находимся в историческом музее. И здесь вот такие вот интерактивы. Я магией занимаюсь. Угу. Я даже не касаюсь. Да. Вот это чин. И стрелку нажимаешь, да? Прикольно. Так вот. Угу. Здесь есть вот такие вот первые очки, допустим. Когда у кого были. Там сейчас на Романовых зашли. Время исчисления. Первый утюг. Крестик надо. То есть как на компьютере все. Кто не заходил никогда в эти интерактивные, может тут ознакомиться. Сейчас их сделали во многих городах. Так, ну допустим, царствие Михаила Федоровича, да? Берем, определяем личность. Так, где тут как? Вот. Что происходит? Только пальчиком все это вы делаете. Таким вот образом. Так, кроме вот этих экранов есть еще вот такая вот проекция на стену довольно большая. Угу. Вот они какие. То есть здесь надо читать это все дело. Наш, допустим, зазнакомливается. Так, ну вот. Видите, так вот нажимаете, и хронология все видна. И дублируется это все вот на этом экране здоровом. Никогда не видели, проекторы стоят и можно смотреть, что это такое. То есть очень-очень много мониторов. Военный парад. И мы тут, кстати, одни, по-моему, во всем музее. То есть народ особо не тянет к истории, к таким вещам. Угу. Так вот, пальчиком тыкаешь. И здесь вот кран. Таким вот образом. Так. Что, Маша, интересно тебе? Можно разглядывать. Прикольно, да? Но тут надо долго времени проводить, чтобы все это прочитать, конечно. Если оно есть время, есть интерес. Тут довольно много экспозиций по истории. Каждую экспозицию надо отдельный билет покупать. Взрослый 100, детский 50 рублей. Ну вот, допустим, тыкаем, и идет описание. Ну, вообще-то довольно спорно. Вот кому будет интересно стоять и читать здесь вот это все. Карта. Что говоришь? Население страны увеличилось с 11 до 13 в 1689 году. Образование, культура и быт. Ну, тут таким вот образом все. Короче, все, в принципе, все понятно. Ну, вот, еще один большой интерактив. Вращай моделик. Во. Смотри, давай попробуем. Мне такая кажется, Угу. вот так вот камеру развернул, так вот, Угу. чтобы показать, что мне кажется. Понятно. Вот даже у меня свет. Ой. Чин. А тут что? Такой, видите, реконструкция. Ну что делаешь-то? О, Чесменское сражение. Это что, я что ли? Назад.
Короче, берем вот это, нажимаем. Вот. Чесменское сражение. Назад. Екатерина II. Синопское сражение. А здесь вот такой здоровенный экран. Петр Первый. И здесь на мониторе вот провозглашение Российской империи. Вот. Крестик нажимаем, опять начало переходим так пальчиком туда-сюда. Основание новой столицы. Кому интересно, конечно, может приходить и смотреть сюда. Вот страница сибирской истории. Поскольку мы находимся в Новосибирске, здесь вот есть такой интерактив. Оборонительные сооружения. Вот Острог, башня Утыки. И в Якутске тоже такая штука построена. Вот она. Как тебе, Маша, тут нравится? Или довольно скучно? Кроме нас здесь никого нет. Вот она уже устала. Наверное, мы будем выходить. Там еще продолжение экспозиции. По-моему, это можно все дома на компьютере посмотреть. А тут, представляете, сколько всего включено компьютеров всяких. Это же все светится постоянно. Ладно, все, пока. Смотрите, довольно интересный факт. Рубль весил 900 граммов. Тыкаем сюда. И на Ломоносова 2000 рублей весил 1800 килограммов. Поэтому его перевозили на 2 подводах. Представляете? Еще один стол. И Маша. Не, вот кнопка. Так нажимаешь. Вот. Вот они. Подстой, подожди. Да, я хочу выбрать. Николай II. Вот. Храм Спаса до крови. Следующий. О, как чудеса. Угу. Вот есть царский альбом. Династия. Давай, открывай. Прикидывай. Вторая. И вот эти чудеса. Чудеса, да и только. И вот там пишутся. Дальше переворачивай. Ух ты. Странички. Красота. Маша видала, да? Такие книги. А сколько тут страниц? 30. Ё-моё. Это что тут? Можно целый день стоять и читать одну эту книгу только. Все белое. Вот. Видишь? Чудеса. Вот еще одна книжка. Давай, открывайся. Сибирские купцы. Довольно интересная, да? Давай быстрее переворачивай. Упс. И смотрим. Волковы. Аж осторожнее. Ерофеевы. Так, сколько здесь страниц будет? Тоже 30. 30 страниц. 30-я страница. Последняя. Вот это да. Закрывай. Чудо книги. А здесь вот интересно, да? Модель солдата, его можно вращать. Маша, вот тут вращай. Тут тоже, так тоже. Ты ее резко его слишком крутишь. Вот, не резко теперь. Силы сторон.
Смотрели? Интерактивные карты. Назад. Назад. Короче. Бородинское сражение. Вот описание и модель солдата. Он какой он был. Нажимаем. И поехал. А вот. Вот он. Ага. Короче. Заело. Вот. Российская империя времен Николая Первого. Чернышевский. Или кто это? А, паровоз, первый паровоз. Вот мы на нем ехали. На таком, конечно, был уже. Николай Первый. Это противогаз. Представляете? Изобретатель. Так что здесь можно много всего узнать. А здесь на полу даже есть карта. Карта на полу. Что мы наступаем, что? А вот, ну, кстати, я покажу вам с Владивостока по железной дороге в Иркутск. Угу. В Иркутск. Ну, показывай давай. Это железная дорога вот. А мы вот отсюда, с Якутска. Давай быстрее. Докуда Байкал? Потом Иркутск. Потом Красноярск где? Красноярск. Угу. Не, мы еще в Хакасию заехали вот здесь вот. Потом в Омск и сейчас в Новосибирске. А Омск, Новосибирск, новый город, его тогда не было. Он находится между Омском и Красноярском. Вот так вот мы проехали. Такой у нас путь был. От Владивостока по Транссибу до Омска. А сейчас обратно в Новосибирск вернулись. Огромными Так, темпами вот идет здесь про Николая II. Общее Фильм число рабочих за показывал. 20 лет с 2 миллионов превысилось к 5. А золотой запас Какая банка вырос произошла почти 3 раза. эволюция за И это правления без Николая введения II. новых налогов, без повышения старых. Николай II. Но достижения самодержавной власти вызывают у революционеров только злобу. После 10 покушений Столыпина убивают. Тут вся история. В бесконечных терактах гибнут сотни чиновников, министров, офицеров. При поддержке российских и иностранных капиталов ведется открытая подготовка революции. Мирные инициативы. Однако измены и отступничество моралитета и тульских деятелей приводят не только к поражению России в войне, но и к полному краху империи. Николай нес на руках Алексея. Остальные несли с собой подушечки и разные мелкие вещи. Войдя в пустую комнату, Александра Федоровна спросила, что же и стулами, разве и сесть нельзя? Внесли 2 стула. Николай посадил на один Алексея, на другой села Александра Федоровна. Остальным я велел стать в ряд. Когда стали, позвали команду. Когда вошла команда, я сказал Романовым, что ввиду того, что их родственники в Европе продолжают наступление на советскую Россию, Уралисполком постановил их расстрелять. Николай повернулся спиной к команде, лицом к семье. Потом, как бы опомнившись, вернулся ко мне с вопросом: что? Я наскоро повторил и приказал команде готовиться. Команде заранее было указано, кому в кого стрелять. И приказано целиться прямо в сердце. Ну вот такие дела. А еще вот такие вот здесь указатели. Информационный киоск, это, оказывается, называется. И мы читаем про помидорчики. То есть можно даже несколько открыть.